Сенаторы от обеих партий в Палате представителей США призвали правительство Пекина освободить уйгурского бизнесмена Акбара Асата и правозащитника Дин Зяси. Представители обеих партий, включая члена Комитета по международным отношениям Сената США Джима Риша и сенатора Криса Кунса, выразили серьезную обеспокоенность нынешним положением бизнесмена Акбара Асата, который был несправедливо задержан 8 лет назад. В заявлении говорится, Акбар Асат лишь один из многих уйгуров и других мусульман, чьи права человека нарушаются китайской коммунистической партией. Соединенные Штаты США не могут закрывать глаза на геноцид и преступления против человечности, совершаемые Китаем в отношении уйгуров и других мусульман. Соединенные Штаты будут продолжать бороться за их права на международном уровне и требуют освобождения всех несправедливо задержанных, включая Акбара Асата. Уйгурское движение, выступающее за права уйгуров во всем мире и лоббирующее против продолжающегося геноцида уйгуров, добивается создания уйгурской фракции в Конгрессе США. Уйгурское движение объявило о создании уйгурской фракции в Конгрессе США, основанной представителем Дженнифер Векстон и сопредседателями, которые являются представители США Крис Смит и Томас Суози. Уйгурское движение проводит специальное мероприятие в честь запуска уйгурской фракции в Конгрессе 16 апреля 2024 года в 11:30 утра в комнате HC5 на Капитолийском холме. Канцлера Германии Олафа Шольца, который во второй раз отправится в Китай в сопровождении большой группы партнеров, ожидают сложные переговоры. Партнер правительства партия Зеленых, основная оппозиционная партия Христианско-демократический союз, Всемирный уйгурский конгресс и Тайвань призвали Шольца занять четкую и жесткую позицию в отношении Китая. В этом контексте были выдвинуты требования о нарушениях прав человека, поддержке России и Северной Кореи и кибератаках на компании в Германии и Европе. Всемирный уйгурский конгресс, базирующийся в Мюнхене, обратился к Шольцу с письмом, в котором попросил его обратить внимание на нарушение прав человека в Восточном Туркестане, Тибете, Гонконге и Тайване. Он также попросил его защитить уйгуров, тибетцев, гонконгцев и китайцев, живущих в Германии. Выступая с заявлением по этому поводу, президент ЭТИК Абдул-Джалил Каракаш сказал перед визитом канцлера Германии Шольца в Китай: «Мы хотели бы подчеркнуть, что правительства Германии и Европы должны занять четкую и твердую позицию против нарушений прав человека в Китае. Китайские преследования в Восточном Туркестане – это вопрос, за которым международное сообщество пристально следит и встречает с озабоченностью. Как этик мы считаем, что во время визита Шольца Германия и Европа должны открыто выступить против нарушений Китаем прав человека и эффективно отреагировать на них. Важно поддержать турок-уйгуров, тибетцев, жителей Гонконга и других жертв и осудить политику Китая на международном уровне. Визит Шольца – это жизненно важная возможность для Германии и Европы продемонстрировать свою политику в отношении прав человека и демократических ценностей. Четкая позиция против политики Китая имеет решающее значение для завоевания доверия международного сообщества и защиты прав человека». Компания Microsoft сделала тревожное заявление о китайском правительстве. По мнению Microsoft, Китай будет вмешиваться в выборы других стран с помощью искусственного интеллекта. Согласно заявлению компании, Китай может вмешаться в выборы, которые пройдут в таких странах, как Южная Корея, США и Индия в 2024 году с помощью искусственного интеллекта. У Microsoft подчеркнули, что Китай уже пробовал это сделать на выборах в Тайване. Любопытно, как Китай будет использовать искусственный интеллект для вмешательства в выборы. Израильские СМИ заявили, что ущерб от атаки иранских беспилотных летательных аппаратов для израильской экономики составил 1 миллиард 350 миллионов долларов. Израильская армия объявила, что 99% из более чем 300 беспилотников и ракет, выпущенных Ираном по Израилю, были сбиты. Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что небольшое количество иранских ракет класса «Поверхность-поверхность» попало на территорию Израиля, ранив девочку и нанеся незначительный ущерб военному объекту на юге страны.